дорогие телезрители, вы смотрите летний эфир. Какие ассоциации у вас возникают, когда вы слышите слово «Франция»? По данным опроса известного журнала, для 16% опрашиваемых россиян первая ассоциация – это, конечно, знаменитая Эйфелева башня. 8% отметили французское вино и шампанское. Для 5% это страна, где царит любовь и романтика. 4% на ум сразу приходит французская парфюмерия и, конечно, французская мода. Ну и, наконец, Франция – это страна, где существует прекрасная, изысканная кухня, лазурные берега, архитектура в стиле барокко. И, конечно, актуальная сейчас – это Зинедин Зидан и чемпионы лиги. Ну а сегодня в нашей студии у нас гости. И гости из далекой Франции, а также наши ребята, которые уже знают, что такое Франция, и побывали там собственноручно, увидели, что такое Франция, потрогали, почувствовали вкус прекрасной страны. И сегодня мы поговорим именно об этом. Поехали! Итак, давайте знакомиться с нашими гостями. Ну, конечно, в нашей студии сегодня почетный гость. Это господин Филипп Кассетари, международный специалист по международной торговле, маркетингу, туризму. Также он является лектором Северо-Восточного федерального университета. Здравствуйте. И Наталья Пенигина, исполнительный директор Республиканской культурно-просветительской общественной организации «Французский альянс Якутия». Здравствуйте, Наталья. Ну и первый вопрос, конечно, что же за организация? Вот совершенно молодая, новая организация «Французский альянс Якутии». Начнем с того, что эта организация общественная, и в мире сейчас насчитывается более 1000 филиалов в более чем 140 странах во всем мире, во всех континентах. Первый альянс был создан в Париже в далеком 1883 году. Основателями стали выдающиеся люди того времени, как Жюль Верн, например, и Луи Пастер. В России сейчас насчитывается филиал Альянс Франсез в 14 городах. 14-й филиал как раз-таки является наш якутский, совершенно молодой. Основная часть филиалов находится на западной части России. И в 2001 году Жак Ширак, президент Франции того времени, он презентовал первый Альянс Францез в городе Самаре. То есть первый Альянс Францез появился в городе Самаре. Самаре в 2001 году. В 2001 году. Да. Мы являемся 14-м филиалом. Совершенно верно. Насколько я знаю, официальное открытие еще у вас, вашего центра не... Да, мы только ожидаем. Мы только ожидаем, и именно поэтому мы вас и пригласили сегодня в гости, чтобы осветить вашу деятельность. Какие основные направления деятельности и вообще чем вы планируете заниматься? В общем, цель всех альянсов Францез во всем мире является культурная деятельность в сфере культуры, языка, образования. И, как сказать, мы занимаемся тем, что мы хотим обмениваться опытом в сфере культуры и образования. Вот, и распространение также языка Франции и культуры Франции. Ну и давайте переходим уже непосредственно к нашему главному гостю. Господин Филипп, ну, во-первых, добро пожаловать к нам в Якутию. Bienvenue en France, pardon, en Якутии. Как вас встретила Якутия? Comment est-ce que vous avez été accueilli en Якутии? Mais je connais un peu la région puisque j'ai vécu 10 ans en Mongolie. Я немножко знаю регион, так как я 10 лет прожил в Монголии. Un an à Ulan-Ude. 1 год в Улан-Удэ. Et je me suis senti chez moi ici. Я чувствую себя как дома здесь, в Якутии. Et les gens m'ont très bien accueilli, donc tout se passe bien. И люди очень добрые, они очень хорошо относятся, так что все очень хорошо. Господин Филипп, а расскажите, откуда вы родом и какова ваша цель приезда, и как вы вообще оказались в такой далекой республике? Pourriez-vous nous raconter, s'il vous plaît, quel est le but de votre visite, vos origines? Comment ça se fait que vous vous retrouvez en Якутии? Bon, je suis corse avant tout, d'être français. Я родился на острове Корсика. Я корсиканец прежде всего. Et les Corses sont des grands voyageurs. И корсиканцы большие путешественники, они очень любят путешествовать. De par mon métier auparavant, j'ai travaillé 20 ans en Afrique. По роду своей деятельности я 20 лет проработал в Африке.
dans les îles des Caraïbes françaises. В Карибах, J'ai travaillé en Amérique latine, в Латинской Америке также, en Asie, в Азии, Chine, Vietnam, Mongolie, Laos, Cambodge, Китай, Лаос, Камбодж, en Indonésie. в Donc, Индонезии также. donc j'avais envie de connaître une autre aventure dans un pays qui était vierge et peu connu. И поэтому мне захотелось поехать абсолютно в далекую страну, где я еще никогда не был. И вы оказались именно здесь. Et vous vous êtes retrouvé en Якутии. Voilà. Совершенно верно. Скажите, пожалуйста, основная роль ваша, задача и вообще чем вы занимаетесь? Какова ваша деятельность? Quelle est votre activité en Якутии? Qu'est-ce que vous Je, faites? je suis lecteur à l'université, Я являюсь лектором в университете, à l'Institut du tourisme et des services. в Институте туризма и сервиса. Et là, en ce moment, je suis en charge d'un plan de développement touristique pour les Yakoutis. И в настоящее время я работаю над проектом по туристическому развитию в Parce Якутии. que j'ai envie d'apporter mon expérience dans le domaine du tourisme, où j'ai travaillé en Afrique, dans beaucoup de pays, pour développer et faire connaître la Yakoutie à l'étranger. Так как у меня большой опыт работы в туристической сфере во всем мире, я очень хотел бы помочь развитию туризма в Якутии. Я знаю, господин Филипп, что у вас есть даже уже план развития именно туризма нашей республики. Можно немножечко приоткрыть занавесу и хотя бы чуть-чуть рассказать, в каких направлениях вы хотите продвигать именно свои идеи? D'après ce que je sais, vous avez déjà le plan de développement de tourisme en Yakoutie. Oui. Pourriez-vous en raconter un petit peu? Bon, si vous voulez, je suis parti d'une hypothèse que la Yakoutie, j'ai vu la Yakoutie dans son ensemble, comme un pays. Я начал с той гипотезы, с той идеи, то, что я рассматривал Республику Саха как отдельную страну. Avec son économie, Со своей экономикой, son peuple, со своим народом, этносом, ses coutumes, ses traditions. со своими культурами, со своей культурой и со своими традициями. Donc à partir de là, j'ai construit un schéma qui permette de faire connaître la Yakoutie dans son ensemble. И исходя из этого, я сделал своеобразный план, чтобы о Якутии узнали во всем мире. Mais j'ai besoin de tous les hommes et des femmes de Yakoutie pour m'aider parce que c'est un gros travail, aussi bien les étudiants que les politiques et que les responsables des Houlous, tout le monde, parce que c'est un travail pour tout collectif, pour toute la communauté. И так как проект очень масштабный и затрагивает абсолютно все сферы деятельности Республики Саха, я был бы очень признателен всякой помощи абсолютно всех, и студентов, и преподавателей, и министерств. Я знаю, что непосредственно французский альянс, одно из таких направлений, вы планируете привозить к нам сюда не только преподавателей, да, на базе университета, но а также предпринимателей, бизнесменов, шеф-поваров с Франции, да, студентов, даже модельеров вы планируете привозить сюда, дабы мы могли познать именно культуру, да, Франции. Вот расскажите немножко об этом. Какова будет работа именно на вот, предпринимательском поле? Совершенно верно. Изюминкой альянса в Якутии именно является расширение связей в деловой сфере между деятелями Франции и Республики Саха-Якутия. И мы очень хотели бы создать схемы стажировок, где и студенты, и предприниматели, которые работают в предприятиях, они могли бы поехать на стажировки во Францию, чтобы там поучиться в своей области деятельности. Господин Филипп, а вы, наверное, уже созваниваетесь со своими друзьями в различных странах мира, со своими родственниками на острове Корсика. Что вы уже рассказали о нашей Якутии? Что вот первое впечатление? Je pense que vous êtes en contact avec vos amis, avec vos proches, avec votre famille. Oui. Et qu'est-ce que vous racontez sur la Yakoutie? Et comme j'ai eu la chance de visiter, de beaucoup lire sur la Yakoutie, je leur parle surtout des beaux paysages, de la gastronomie yakoute, qui est délicieuse et à découvrir. Я много рассказывала о очень красивой природе Республики Саха и особенно о кухне, о местной кухне, которая мне очень-очень нравится. То есть вас восхитила кухня Якутии? Donc vous aimez bien la cuisine Саха? Абсолютно, да? Да, совершенно верно. Наталья, а у меня еще один вопрос возник. Конечно.
Помимо вот предпринимательской деятельности, да, и вот расширению связей, вы ставите очень такой, ну, большой вопрос для того, чтобы развивать именно студенческие, да, программы по обмену именно студентами. И здесь на помощь к вам приходит наш хороший, качественный, знаменитый университет. Вот какова работа именно с нашим университетом? Да. Мы очень тесно сотрудничаем с центром по сотрудничеству с Францией и с франкоязычными странами. Директором является Борисова Изабелла Захаровна. И университет имеет очень большие отношения с университетами Франции. И мы с удовольствием организовываем стажировки, обучение наших студентов во Франции. А как вы считаете, вот вы только начинаете свою деятельность, каковы будут плоды вот этих результатов обмена студентами, обмена вот, опытом и так далее? Вот что даст нашей республике вот такая программа, вот такие знакомства? Ну, то есть итоги и ваши вот мечты, что должно реализоваться? Область деятельности очень широкая. Область деятельности затрагивает и студентов, и предприятия, и население, все население Республики Саха. И сейчас пришло то самое время, когда Франция, она стала ближе, намного ближе. Мы узнаем о Франции не только в газетах, не только из телевидения, но также вот есть реальные связи, возможности, по которым люди и все население может ознакомиться с Францией. Я знаю, что одним из таких главных, наверное, моментов будущего вашего развития это будет открытие визового центра, который, возможно, ну, вот просто упростит возможность получения визы именно во Францию. Да. Это тоже также в ваших планах? Это тоже входит в наши планы, совершенно верно. Господин Филипп, мы, наверное, продолжим беседу с вами чуть позже, потому что в связи с переводом у нас немножечко время задерживается. И, конечно, сразу после рекламы мы поговорим непосредственно со студентами, которые посетили Францию и обучались там. Ну а наша студия сегодня украшена потрясающими цветами. Это наши партнеры. Партнеры наши – это компания Terra Fiori. Их продукция отличается высокой степенью ботанического сходства с живыми цветами и растениями. И сегодня они украшают нашу студию. Спасибо большое нашим партнерам. Оставайтесь с нами. И здравствуйте, дорогие телезрители! Если вы только присоединились к нам, вы смотрите летний эфир. И сегодня в нашей студии находятся гости, благодаря которым активно развиваются отношения между нашей республикой и франкоязычными странами. И до ухода на рекламу я уже говорила о том, что мы сейчас поговорим со студентами, которые побывали, которые прожили в Франции некое количество времени. И первыми рядом со мной сейчас находится Аурелия Михайлова, является студенткой 4-го курса Института Северо-Восточного федерального института, английское отделение. Все верно? Верно. А также с нами рядом еще Арина Габышева. Она также студентка 4-го курса кафедры английской филологии. Здравствуйте, девочки. Добрый день. Ну, первый вопрос к тебе, Аурелия, раз ты так уже активно взяла микрофон. Расскажи, как ты попала во Францию и вообще откуда появилось это желание посетить именно эту страну? Это была мечта моего детства. Я с 5-го класса изучала французский язык. И я попала туда через мою преподавательницу, это Изабелла Захаровна. Она директор Центра по связям с Францией. И я с 1-го курса прям ее спрашивала, когда выпадет шанс. И то есть 4 года ждала, да? Да, и тут наконец-то мне посчастливилось учиться в городе Тур. Это регион Иль-де-Франс. То есть от Парижа час на поезде где-то. Вот было очень классно, мне жутко понравилось, я хочу еще. Ну, сколько времени ты пробыла во Франции? Я была с сентября по декабрь. С сентября по декабрь. Вот буквально недавно, да, можно сказать, полгода назад. Угу. Ну и первый вопрос, наверное, что тебя, возможно, шокировало и удивило больше всего? Меня, может быть, удивил менталитет людей, потому что все очень, не знаю, добрые, все улыбаются, всегда разговаривают. И для нас может быть странно, что на улице прям подходят и «Привет, как дела? Как тебя зовут? Ты откуда?» Это было очень странно. И, не знаю, дороги, город сам. Вообще все очень странно было, красиво. Поначалу, да? Да, все как в фильмах прям. А Марина?
Арина. Арина, ты как попала во Францию? Ну, то же самое, мы с Аурелией учимся на одном отделении, и вот с помощью Изабеллы Захаровны мы вот узнали об этой стажировке. Девочки, Вообще, скажите, пожалуйста, нужно ли быть супер послушными, активными именно студентками и отличницами круглыми, чтобы поучаствовать в таких программах? Ведь я знаю, что вы учились абсолютно бесплатно, верно? Да. А нужно ли быть какой-то активной студенткой или шанс есть у каждого, лишь бы было желание? Вопрос, честно, сложный, но я думаю, учиться хорошо все-таки нужно, потому что ты показываешь, что ты достойна этой стажировки. Но если у тебя есть желание, то ты, мне кажется, добьешься всегда этой поездки, если тебе действительно А где очень ты проживала во Франции? Мы жили в общежитии, это буквально было 30 минут от центра, но это было больше достоинством, чем недостатком, потому что там не было огней, и было очень хорошо видно звездное небо. И это было очень интересно сравнить небо в Якутске и небо во Франции. Девочки, у меня возникает вопрос, а насколько сложен был языковой барьер? Или ваш университет дает вам такие знания, что вы могли спокойно и не чувствовали никаких проблем именно в плане языка? Ну, как я говорила, я уже изучала французский, но у меня был не такой уровень, потому что у меня первый язык английский. Первое время было очень сложно. Я не знаю, все-таки учить французский на практике это очень сложно. Первое время было как-то не так, потом уже мы привыкли, и уже это было легко общаться на английском со студентами и на французском уже с преподавателями и людьми тоже. Да. А у Арины как с этим вопросом? Ну, в моем случае я французский не изучала, и я приехала полным нулем во Францию. Было немного страшно ехать в страну, язык, который ты не знаешь. Но, в принципе, молодежь, она вся говорит вся, ну, так можно сказать, вся говорит на английском языке, и если ты заблудился или что-то еще, мне очень, кстати, понравилось то, что если ты заблудился или чего-то не знаешь, ты обращаешься к людям, и они прям Отвечают. открыты, Да. и они берут тебя за руку и ведут к тому самому Ну вот он, месту. европейский менталитет, да? Ну и давайте еще у нас в студии есть два студента Северо-Восточного федерального университета. Это у нас Евгений Баикинов, он является аспирантом физико-технического института, а также Марина Антонова. Она у нас учится в магистратуре арктического регионоведения. Здравствуйте, ребята. Здравствуйте. Вот первый вопрос к Евгению. Евгений, у нас есть потрясающий фотоархив, и у тебя достаточно такая своеобразная была поездка во Францию. Занимались очень многими интересными вещами. Расскажи про свой опыт. Про свой опыт. Я проходил обучение по аспирантуре, получается, да? И у меня два руководителя. И плюс две лаборатории. Это лаборатория графеновой нанотехнологии, расположенная в Якутске при Северо-Восточном федеральном университете. И в университете Сержи Пантуаз, расположенный во Франции. Мой руководитель Григорьев Юрий Михайлович, и второй руководитель – это заведующий лабораторией Карл Хриковине. Чем я занимался, это, получается, в этой лаборатории есть свои определенные технологические базы, которые можно использовать. Вот. Там я исследую материал, который будет выращиваться в нашей лаборатории в Якутске. Вот. Ну и как это вдруг все перебазировалось во Францию? Перебазировалось. Ну, я так понимаю, что разные университеты начинают свое сотрудничество, потому что люди хотят делиться и получать новые возможности, вот, как в нашем случае, да. И вот это так, я думаю, работает. Как долго ты прожил во Франции? Как долго? В год я получаю грант от посольства Франции и еще от Северо-Восточного федерального университета. Этот грант мне позволяет находиться во Франции в течение 6 месяцев в году. В год. Угу. То есть, и у меня вопрос к тебе. Ты достаточно умный парень, да? И такой прям фанат, видимо, своего дела. И у тебя, наверное, свои мысли в голове и свое восприятие Франции. Вот девочки, они, конечно, менталитетом больше восхищались, да? Возможно, кухней, да, круассанами. А у тебя какое впечатление о Франции? Впечатление. Ой, очень много чего можно рассказать. Ну, самое, вот, что технологическом больше плане. всего тебе запомнилось во Франции? Самое, что запомнилось, это платный интернет. Везде есть платный интернет. Пока у нас
безлимитный интернет получается, да? Ага. А когда туда приезжаешь, ты покупаешь 3 гигабайта, 10 гигабайт. Вот. Ну я же говорю, Я человек этот барьер совершенно почувствовал на технолог себе, и и воспринимает поэтому Францию именно по другим параметрам. говорю, Главное интернет. Хорошо, первое, и что мы пришло на голову. давайте познакомимся с Мариной Антоновой. А Марина, у тебя совершенно была другая, значит, стезя. Ты поехала туда по другой немножечко программе, нежели вот ребята наши, да? Расскажи о своем опыте. Да, я поехала по совсем другой программе. То есть в нашем университете, в Северо-Восточном федеральном, есть программа арктического регионоведения. И эта программа, она сотрудничает с университетом Версаль-Сен-Кантан-Невелин во Франции. И по соглашению о сотрудничестве между двумя университетами я оказалась во Франции. То есть я там изучала то же самое, то есть арктические исследования, не называется программа. И я училась там на магистерской программе, на полной годовой магистерской программе. Я пробыла там 7 месяцев. 7 месяцев. Ты прожила там дольше всех, вот, ну, Да. из наших гостей сегодня, да? Да. И твое впечатление? Мое впечатление, мне, конечно же, там понравилось. Я, когда ехала, я уже знала, куда я еду, потому что я раньше во Франции была в туристической поездке. То есть у ты меня, уже... Да, у меня были друзья французы уже заранее. И То есть Франция это, наверное, уже практически твой образ жизни, неотъемлемая часть, да? не до такой степени, конечно, но я уже знала, что меня ждет, что со мной будет. И с языком, у меня, я язык углубленно не изучала, так изучала, и, конечно, у меня были некоторые знания, и, у меня было, знакомые, которые мне помогали всегда, то есть... Сложностей не возникло? Сложности, они есть всегда, но смотря какие, у одних они могут быть языковые, у других они могут быть другие. Но у тебя? У меня были, например, сложности с учебой, например, потому что я изучала совершенно другой предмет, то есть другую часть этих арктических исследований, которые я ранее не изучала. То есть вы удивитесь, но я изучала климатологию, метеорологию, и для меня это было большим сюрпризом. Я думала, мы будем поверхностно так учить, оказалось, нужно было знать очень глубоко все это. То есть я очень много времени проводила за книжками, пытаясь изучить там химию атмосферы и так далее. То есть, это для тебя огромный опыт, согласись? Да. Спасибо большое, дорогие наши гости. Время нашего эфира, к сожалению, подходит к концу. И хотели бы завершить мы наш эфир потрясающим исполнением музыкальной композиции. Человека, которого знают, наверное, многие в нашей республике. Замечательный голос, замечательная французская песня в исполнении Леонида Анциферова. Здравствуй, Леонид. Salut, c'est encore moi. Salut, comment tu vas? Le temps m'a paru très long, loin de la maison. Je pensais à toi, j'ai un peu trop navigué et je me sens fatigué. Fais-moi un bon café, j'ai une histoire à te raconter. Il était une fois quelqu'un que tu connais bien. Il est parti très loin, il s'est perdu, il est revenu. Salut, c'est encore moi. Salut, comment tu vas? Le temps m'a paru très long, loin de la maison. J'ai pensé à toi.